Ассаляму алейкум, урметли достар. Студиямыздаки мусафырымыз Крым-Татар тарихи-медени асабалық музейінің хадимы Гульнара Сичаева. Гульнара ханым, хош келдіңіз. Кейфлеріңіз насыл? Кеша сахымыз. Гульнара ханым, білеміз ки ярын сізін музейіңізде яны сергі ачыла. Ве бу сергі не ақында насыл мақсады не начала? Да, вы знаете, завтра у нас открывается новая выставка, она называется «Навеки в памяти народной», посвящена участию крымских татар в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне, отражает во всех своих направлениях именно и показывает участие крымских татар в Великой Отечественной войне. Основная ее цель – это привлечение посетителей в музей и также отражение истории нашего народа и такой ее части, как Великая Отечественная война. Гульнара ханым, сіздің мәліматларыңызға көре, не қадар біздің ватандашларымыз Улы Ватан жеңгінде иштирак етті? Ну, вы знаете, на сегодняшний день существуют разные статистические данные по этому вопросу. Современные исследователи называют одну цифру, более ранние исследователи называли другую цифру. Данные национального движения тоже называют другую цифру. К примеру, если современные исследователи считают, что на сегодняшний день около 20-25 тысяч крымских татар участвовало в Великой Отечественной войне, то ранее существовало мнение, что около 60-65 тысяч крымских татар участвовало в Великой Отечественной войне. Все они приводят свои факты, свои доводы по этому вопросу, доказывают свое мнение, собственно, почему именно эта цифра. То есть каждое мнение, оно имеет право быть, и каждый из исследователей выдвигает свою точку зрения. Мы учитываем все данные при нашей работе, учитываем абсолютно все данные и стараемся освещать не только лично наше мнение, но и мнение остальных. Гульнара ханым, білеміз ки сіздің музейіңіз бірқач бөліктен ибарет. Сіз қайсы бөлікте çalışасыңыз? Да, вы знаете, в нашем музее, в структуре нашего музея существует несколько отделов. Наш отдел называется отдел истории депортации. В этом отделе работают 4 человека. У каждого из нас свое направление, но одно общее – это изучение истории участия крымских татар в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне и история депортации, жизнь крымских татар в местах спецпоселений, местах депортации и возвращения народа на его историческую родину. Вот. Музей ведет очень большую работу в этом направлении. Ежегодно фонды музея пополняются экспонатами и материалами по данному вопросу, по данной теме. Сотрудники музея ведут очень большую поисковую работу, научно-исследовательскую работу. Проводится работа в архивах государственных, работа в библиотеках, работа с населением, с жителями Крыма, с жителями полуострова. Идет большой сбор частных архивов, частных материалов, которые потом находят свое отражение в выставках. Я біздің ватандашларымыз қол тұталар? Конечно, да. Ну, с чего начинается наша работа? С того, что мы просто даем так вот, перманентно объявления во все наши национальные издания, стараемся сотрудничать с газетами, с телевидением, где объявляем о том, что музей ведет именно работу в этом направлении. Люди узнают о нас из газет, из телевидения, приходят, находят поддержку в наших глазах. Мы стараемся, конечно, всех принять, мы всех принимаем, собираем у них материалы, и потом эти материалы, они представлены в наших выставках. Да, вы знаете, крымские татары, они очень охотно идут навстречу, они поддерживают нас, мы поддерживаем их. Они приносят все свои семейные ценности, семейные архивы, фотографии, документы, какие-то экспонаты, которые были еще здесь, в довоенном Крыму, потом вслед за своими хозяевами отправились, да, были депортированы в места спецпоселения и снова вернулись в Крым. Эти все вещи мы стараемся по мере наших возможностей представить на наших выставках, потому что люди приходят именно в наш музей с надеждой потом увидеть свои вещи в экспозиционных залах музея. Вот. Проводится очень большая, на самом деле, работа с населением. Егер біз ярынки сергеге қайтсақ, ве бу сергеден не қадар экспонатлар
тақдым етілежек ве кимын ярдымы иле бу сергі өткеріле. На этой выставке будет представлено около 300 экспонатов из фондов музея. Это подлинные экспонаты, фотографии, документы, ордена, медали участников войны, грамоты, которыми участники войны были награждены во время войны. А потом будут представлены экспонаты из частных архивов, также фотографии, медали, ордена, семейные реликвии. Проводится работа с коллекционерами. Например, мы приглашаем наших крымских коллекционеров показывать часть своей коллекции на наших выставках. Естественно, это все потом атрибутировано, из чьей коллекции был взят материал, либо из фондов, либо из частной коллекции. И потом это все комплексно, тематически, логически представлено на выставке. Выставка организовывается благодаря, конечно же, Министерству культуры, музею нашего. И, как я уже сказала, либо это частные коллекционеры, то есть всех тех людей, всех организаторов мы стараемся потом письменно упоминать. И на своем открытии мы также стараемся никого не забыть и всех упоминать в дальнейшем во время работы самой выставки. Білеміз ке, сіздің музейіңізде әр вақыт сергілер оле тантаналы ачыла. Ве бу сергіде ярын оле олачақ ма? Ну, вы знаете, тематика выставки, она не предполагает какого-то, вот знаете, сценического действия, такого вот, я бы сказала, веселья, что ли. Тема несколько грустная даже, можно сказать, потому что мы знаем, что тысячи соотечественников крымских татар погибло, пропало без вести. Потом наступила страшная трагедия 18 мая 1944 года, поэтому здесь уже сама тема не предполагает некого, знаете, вот веселья. Да, все будет проходить творчески. У нас творческий подход к каждому открытию выставки. Мы здесь тоже планируем в нашем плане открытия некий такой вот творческую часть, связанную с искусством, с изобразительным искусством. Я думаю, что вы завтра увидите сами. Бетте бу пек мирахлы малюмат. Гүлнара ханым, Улы Ватан жиынкы ақында сергісі олачақ ве өзлері ветеранлар ве партизан әрекетінің iştirakçileri олачақ ма? Благодаря вот нашей работе мы находим родственников участников войны. К сожалению, сегодня самих участников войны осталось не так много, их очень мало. И не все физически, потому что они уже все находятся в довольно преклонном возрасте, они не все физически могут просто приехать. Они все находятся в таких отдаленных районах Крыма, к сожалению. Но мы находим и участников войны, и их родственников, детей, внуков, которые любезно приходят к нам в музей и предоставляют свои материалы. Да, завтра мы планируем, к примеру, и что интересно, вот именно в этой выставке, завтра впервые будет создан такой комплекс, посвященный героям Советского Союза из числа крымских татар, как мы знаем, их 6 человек. И мы постарались в этом комплексе более широко и масштабно раскрыть подвиг именно этих людей. Мы нашли родственников Абдурайма Решидова, Узира Абдураманова, которые и еще других остальных героев, которые с любезностью предоставят нам оригиналы, наградные оригинальные документы этих наших героев, которые вот завтра вы сможете тоже увидеть. Это будет сделано впервые, я хочу сказать. И эти родственники, эти близкие, родные этих людей, они тоже будут завтра присутствовать в на нашей выставке. Мы тоже хотим им дать слово, они выступят с воспоминаниями о своих родных, о своем отце, о своих героях, о своих близких. И все те родственники, которые завтра придут к нам, они тоже, мы по мере возможности постараемся им тоже дать слово, чтобы они более, знаете, так, более глубоко раскрыли вот именно жизнь этих людей, их боевой подвиг, их героизм во время Великой Отечественной войны. Гүлнара ханым, язык ки күн-күнден біздің қараманларымыздың Улы Ватан жиынкының iştirakçilerinin sayısı eksile. Ve belki de siz söyle tavsiye eder misiniz ya da müracaatта bulunursunuz bizim teleseyircilerimizge. Eğer onların bir malumatı olsa, sizin muzeyinizge kelsinler. Да, конечно, мы всех ждем, мы для всех открыты. Любой человек, у которого есть какие-то материалы о участниках войны, о крымских татарах, которые проживали в местах спецпоселения, в местах депортации,
Мы их всех ждем. Мы принимаем, например, экспонаты на временное хранение. Если мы работаем, если человеку... Мы, конечно, понимаем, что все эти вещи, которые у них на руках, они им дороги, и они для них очень ценны, что это часть их души, часть их сердца. И мы принимаем их для начала во временное хранение. После нашего изучения этих материалов мы либо их сканируем, либо делаем себе копии, чтобы в последующем мы смогли показать их на выставке. И при желании владельцев мы их возвращаем потом обратно, естественно. Например, на завтрашней выставке мы тоже приняли большое количество экспонатов на временное пользование. Во время работы выставки они будут на выставке, а после закрытия выставки они все будут возвращены их владельцам. Конечно, все желающие, все, кто хочет поделиться своими материалами, это же должно быть искренне, от души. Мы всех их ждем, пусть приходят к нам в музей, мы всех их встретим. И, естественно, будем вести с ними дальнейшую работу. Гүлнара ханым, келгеніңіз үшін çok саулыңыз. Керчектен де біздің соhbetimiz пек мерахлы ве güzel еді. Урметлі сeyircilerimiz, unutmanız, yarın Mayıs 6 күні Kırım Tatar Medeni Tarixi Asabалық музейінде яны сергі açıla. Fırsattan faydalanıp gene de sizге hatırlatam. Bu noktada ise bizim programımız sonuna yetti. Biz ile olğanınız için çok sağ olunuz. Görüşmek üzere.